Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. На павильоне станции Псырска продолжаются реставрационные работы, начатые еще в прошлом году. Министерство туризма проводит аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов горно-пешеходного туризма. Военнослужащие Министерства обороны готовятся к торжественному прохождению маршем, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки пеших колонн парадного расчета проходят на набережной Диоскуров у памятника неизвестному солдату. Об этом сообщает пресс-служба министерства. В этом году в военном параде 9 мая примут участие более 650 военнослужащих Министерства обороны Абхазии, Государственной службы охраны, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и погрануправления ФСБ. В социальных сетях появилась информация о том, что с текущего года для туристов из России въезд в Абхазию стал платным. Сообщается, что по решению правительства Абхазии все туристы, которые планируют провести свой отпуск в Абхазии, вынуждены будут оплатить регистрационную пошлину в размере 200 рублей с человека. Однако эта информация не соответствует действительности. Речь идет о постановлении Кабинета министров об утверждении порядка осуществления учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия. Иными словами, с 1 января госпошлина за постановку на учет по месту временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Абхазии составила 200 рублей. Как сообщил нашей программе заместитель начальника Государственной миграционной службы Эдуард Гамисония, если раньше они могли находиться в Абхазии бесплатно до 3 суток, то теперь могут пребывать на территории нашей страны до 14 дней. Информация неправильная, потому что, во-первых, миграционная служба занимается трудовыми мигрантами, учетом трудовых мигрантов и их легализацией. А то, что касается постановки на учет иностранного гражданина, мы наоборот упростили. Это было постановление Кабинета министров от 13 октября, которая вступила в силу 1 января 2024 года. Там взимается госпошлина в виде 200 рублей на период его временного пребывания. То есть это ничего нового нету. Все то же самое, что было и ранее. Просто ранее этим занималась МВД и называлась регистрация. Наоборот, правительство и Кабинет министров пошли на упрощение этой системы. И от 3 суток увеличили до 14 суток. Никоим образом это не касается туристов. Турист, находясь в средствах размещения туристов, они просто, находясь там, хозяева гостиниц нам присылают в электронном виде просто их данные и все. У жителя Сухума изъято наркотическое средство мефедрон. 2 граждан Российской Федерации задержаны по подозрению в сбытии наркотических средств в Гагарском районе. Далее оперативная съемка МВД. Группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы Хашба Муртаза Ушанговича, 1975 года рождения. Последнему вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе личного досмотра задержанного в кармане брюк был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом внутри. Что за вещество у вас было обнаружено и кому это принадлежит? Принадлежит вам? Да. Что за порошкообразное вещество? Что это? Как установлено экспертами ЭКЦ МВД Республики Абхазия, исследуемое вещество является наркотическим средством мефедрон. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска отделения милиции города Новый Афон. Муртаз Хашба на время предварительного расследования отпущен под подписку о невыезде. 2 граждан Российской Федерации, жители города Челябинск, Ким Сергей Олегович, 1990 года рождения, и Бритулин Сергей Иванович, 1980 года рождения, задержаны по подозрению в сбытии наркотических средств. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий реализовали сотрудники уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Ким Сергей Олегович, число, месяц, год рождения. 22.07.90.
Проживаете где? Город Челябинск. Город Челябинск. Какая цель визита у вас в Абхазию? Отдыхать Отдыхать с кем приехали? с товарищем. С товарищем. Здесь вы совместно с Бритулиным Сергеем проживали, да? Место своего временного проживания в городе Гагра. Так называемые гости из Челябинска обустроили под хранение и подготовку к реализации наркотического средства. При обследовании спального помещения сотрудники милиции обнаружили целлофановые свертки. Белый порошок кристаллообразной формы. Граждане понятые, обратите внимание. Вот кристаллики. Может, все-таки поясните, что за вещество это в прозрачном желтом пакете? Наркотическое вещество. Откуда оно у вас? Мага дал. Мага дал? Мага это ваш знакомый? Он находится на территории Абхазии или на территории Российской Федерации? Не знаю. Как вы связывались с человеком по имени Мага? Через телегу связывался. Через сотовый телефон, через мессенджер Telegram, да? А с какой целью он вам дал? Вот сказал, скинете, я там сам буду продавать что-то. А вы должны были разложить, а он уже за это непосредственно получал денежные средства. Свертки с наркотическим средством россыпью хранились в кроватях задержанных. Обнаружено белое порошкообразное вещество. Также при обыске в мебели изъятый материал для упаковки наркотического средства. Как пояснил гражданин Ким, в нарезанные полоски полиэтилена они раскладывали наркотик и обматывали изоляционной лентой. Подготовленные таким образом свертки в количестве 14 штук были обнаружены среди личных вещей последнего. В рюкзаке вместе с электронными весами, с помощью которых злоумышленники расфасовывали наркотик для дальнейшей реализации. В развернутом пакетике, заизолированном черной изолентой, обнаружено белое порошкообразное вещество. Гражданин Ким, поясните, что это? Метадон. Скажите, пожалуйста, наркотическое средство, то, что изымается в вашей комнате, вы перенесли сами через границу с РФ в Абхазию? Вы лично, да? Вот это все количество, то, что у вас изымается, вы сами перенесли? В ходе обследования прилегающей территории под опорой строения, где проживали задержанные лица, сотрудники милиции изъяли закопанный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом внутри. Обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором лежит порошкообразное вещество белого цвета, кристаллизированное. Ранее было проведено обследование данного жилища. Поясните нам, пожалуйста, здесь что-нибудь запрещенное в гражданском обороте имелось в этом жилище? Да, Сергей, да, забрал закладку большую, имелось. Подождите, не спешите. Сергей, это Ким. Да, Ким. Он забрал закладку, это Да. наркотическое средство, да? Да. А кто ему передал или где-то он нашел его? Он его нашел в другом городе, В другом городе, Да. каком? в Сочи, как я понял. В Сочи. Да. И переместил Да. с Сочи сюда, в Абхазию, Да. да? Уже расфасованный наркотик граждане Ким и Бритулин распространяли также неподалеку от места проживания, на пляжах, в песке, у бетонных плит и столбов. Происхождение этого пакетика можете пояснить? Я не знаю, там завернуто белое вещество запрещенное, как он сказал, как-то метадон. То есть это наркотическое средство метадон. Да, сказал так. Вот здесь, вот где-то здесь в углу, да. Граждане понятые, обратите внимание. При исследовании различных участков местности сотрудниками милиции изъято 4 свертка с наркотическим веществом, которые не успели дойти до адресата. Согласно экспертной справке, общая масса наркотического средства метадон, изъятого у граждан Ким и Бритулина, составила 462,208 граммов, что является особо крупным размером. Следственным подразделением УВД по Гагрскому району по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, частью 3, статьей 224 Уголовного кодекса Республики, в отношении вышеназванных граждан возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.
Женщина, пострадавшая 5 апреля при пожаре в Сухуме, скончалась в ожоговом центре краевой клинической больницы номер 1 города Краснодар, сообщает Минздрав Абхазии. Состояние здоровья двоих детей 2 и 3 лет, а также их отца остается крайне тяжелым. К другим новостям. Абхазо-абазинская лингвистическая наука понесла тяжелую утрату. Ушла из жизни известный ученый-языковед, заведующая кафедрой абхазоведения АГУ, кандидат филологических наук, доцент АГУ Сария Амичпа. Она являлась специалистом, исследовавшим все абхазо-абазинские диалекты. На протяжении многих лет читала лекции по общему языкознанию, истории абхазского, абазинского и адыгских языков, лексикологии, лексикографии, этимологии, культуры речи абхазского языка как иностранного. Сария Амичпа является автором более 145 научных работ, основателем и руководителем кафедры обучения абхазскому языку АГУ для иностранных студентов. С 2005 по 2011 годы являлась советником президента Абхазии Сергея Багапш по вопросам абхазского языка и языковой политики. Павильон станции Псырцха обретает новую жизнь. Здесь продолжаются реставрационные работы, начатые еще в прошлом году по инициативе Ланы Джопуа и Лаши Ларткомия. Руководство страны не осталось в стороне и поддержало молодых предпринимателей, благодаря чему совсем скоро станция предстанет перед гостями и местными жителями во всей красе. О том, какие работы проводятся и когда они будут завершены, в репортаже Шизины Ханагуа. Невероятная, ажурная, парящая над водой, выбивающаяся из рамок обычной архитектуры Абхазии. Железнодорожная станция Псырцха является одной из достопримечательностей нового Афона. Архитектура павильона гармонично вписывается в живописность окружающей среды. И главная задача при реставрации – не растерять приобретенный годами шарм. Железнодорожная станция Псырцха пленяет с первых секунд своей безмятежностью, спокойствием и насыщенностью красок. А архитектура этого места завораживает, подчеркивает красоту и придает очарование пейзажу. В советские годы станция Псырцха была активно функционирующим вокзалом. Живописный павильон и прилегающая к нему платформа возведены здесь в далеком 1944 году. Река Псырцха, протекающая рядом, прогнозируемо дала название станции, но у истоков дело обстояло иным образом. Изначально станцию открыли под названием «Дача». Павильон долгие годы оставался без ухода. Крыша стала протекать, выбитые стекла, а на колоннах и стенах посетители, оставляя надписи, довели здание до неприглядного состояния. Одним словом, любимое туристами и местными жителями живописное местечко вроде бы принадлежало всем и одновременно никому, оставаясь беспризорным. Ремонтно-восстановительные работы объекта были начаты местными предпринимателями еще в прошлом году. Привлекались специалисты разных профилей. В виде работы много. Сейчас на станции, не покладая рук, работают 4 молодых абхазских скульпторов. Давид Чкоту окончил Сухумское художественное училище имени Чачева, а также Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Несколько его скульптурных работ установлено в Москве. Предложение восстановить прежний вид станции Давид принял с удовольствием. Процесс работы был начат в декабре с очистки красочных слоев специальными химическими веществами. Все сохранившиеся элементы лепнины мы довосстанавливаем, если каких-то деталей не хватает на них. Снимаем с них форму и уже, то есть с полностью оригинальных деталей мы восстанавливаем и остальные части. То есть, допустим, если мы посмотрим на межарочные вот эти своды, между ними есть кронштейны. Все вот эти кронштейны, если мы заметим, они, большая часть из них утеряны, утрачены, и все эти детали нам нужно восстановить. Бережно и кропотливо молодые скульпторы восстанавливают каждую деталь. Какие-то части восстанавливаются вручную. Специалисты также обрабатывают каждый участок специальными средствами, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение станции. Это довольно длительный процесс. Каждая деталь может занимать, допустим, если это небольшой кусочек в несколько сантиметров, он может занимать несколько часов работы. А так как команда небольшая, то есть трудоемкий процесс, вообще в целом реставрация это довольно-таки трудоемкий процесс, и все проходит довольно медленно, но при этом мы следуем всем технологиям, всем требованиям, и вроде все, как мы это видим, и в принципе и заказчики довольны, все проходит довольно-таки успешно. Мы ведем консультации с Департаментом культуры, архитектурного наследия, данный объект внесен в список, в реестр объектов
важных архитектурного наследия нашей республики. Станцию Псырцха называют одной из самых красивых из построенных на юге Советского Союза. Действительно, если не брать в расчет масштабные величественные вокзалы, сложно найти более аутентичный и красивый остановочный пункт советского периода. В поясной части возле станции установлены вазоны. Все они практически утрачены. Однако один из них, наиболее сохранившийся, будет восстановлен также вручную. Именно он и станет основой для установления последующих вазонов. Их по количеству 13. Все вот эти детали, решетки и внутренняя часть, она сделана из чугуна. Каждая из этих деталей тоже будет восстановлена. Там есть утраты, и те утраты, которых не хватает, с них нужно снять форму. Заказчики хотят, чтобы детали были отправлены в Москву, как того требуется, в том же материале, в котором они были исполнены в советское время. Они будут снова отлиты, привезены и вмонтированы на свои места. Станция отличается необычной архитектурой. Павильон-беседка имеет форму восьмиугольника. Необычно оформлена и платформа. Фонари станции похожи на каменные деревья, а изящная ограда образует одно целое со скамейками. Сама платформа не очень длинная и с обеих сторон ограничена туннелями. Основная цель проводимых работ – сохранение первозданного вида. Это боковые детали кронштейна, это верхние части лепнины, которые будут установлены на крыше. Таким образом, мы восстанавливаем, снимаем максимально сохранившуюся деталь, переводим ее в современные материалы. Мы используем на сегодняшний день по технологии современные материалы. Далее каждая из этих деталей будет зачищена, подготовлена к монтажу и уже в абсолютно готовом состоянии будет установлена на место. Потолок станции полностью облеплен лепнинами. Чтобы приступить к их реставрации, сначала заменили крышу, которая протекала. Была приглашена специалист из Санкт-Петербурга Александра Цыпкова. Все, что вы видите, потолочная часть была восстановлена ею. Небольшая часть, которую осталось восстановить, и все еще есть. Эти работы тоже будут проводиться в скорейшее время, и потолок будет завершен. И, конечно же, хотелось отметить то, как трепетно и серьезно относится к вопросу восстановления сторона заказчика, потому что своевременное техническое обслуживание, все вопросы материалов, все очень своевременно подвозится, с нами консультируются постоянно, и это, несомненно, влияет очень хорошо на процесс, на скорость работы. Псырцха – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии. Это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных. Местные предприниматели окутали это место своей любовью и заботой. Привели в порядок и территорию нижней зоны. Очистили от зарослей и снесли незаконную пристройку. Изначально мы приглашали сюда иностранных специалистов, на которых очень понадеялись. Они все были дипломированы, все сертифицированы как реставраторы. Но нам пришлось с ними распрощаться, и по воле судьбы так получилось, что наши местные реставраторы, это очень важно. Мы недавно даже начали замечать, что они сидят вот на этих лесах и разговаривают между собой на абхазском. И те, которые очень здесь большой поток отдыхающих, которые проходят ежедневно, они начали подмечать, удивляться, что как так, вот в Абхазии свои местные реставраторы, и все подмечают их работу, работа их уникальна, можно даже сказать ювелирная работа. Здесь в советское время сказать, что тогда тоже была идеальная работа, нет, тогда не было таких материалов. Мы сняли 6 слоев красок, слой за слоем мы дошли до первичного. И здесь было 6 слоев, здесь даже была серебрянка. Вот. И ребята скальпелем снимали все вот эти вот слои. Железнодорожная станция не остается без посетителей и сегодня, хотя поезда здесь бывают редко. По словам Иланы Джопу, ремонтно-восстановительные работы планируют завершить в середине лета. Изначально предприниматели справлялись своими силами. Однако из-за дорогостоящих работ и материалов обойтись без помощи руководства страны не удалось. Мы окружены водой. С этой стороны получается водопад, а с этой стороны река. И через реку перекинут маленький узкий мостик. И мы все строительные материалы, начиная от песка, щебня, земли плодородной, которую мы привозим, засыпаем, чтобы в дальнейшем здесь разбить красивый сад, мы это все привозим вручную.
И потому работа мастеров здесь удваивается. И оплата, то есть, соответственно, тоже удваивается. Если это где-то в городе стоит 100 рублей, мы платим 200 рублей. Постоянно работают в день от 10 до 20 человек. Есть планы и на следующий год. Но чтобы ее выровнять, ее необходимо демонтировать и поднять, снять все полотно, которое есть. А чтобы снять это полотно, исследовать, провести геодезию, нужны специалисты. Мы это сделаем и планируем сделать на следующий год. Так что так и в следующем году мы планируем почистить дно этого водоема. Относясь к каждой детали бережно и восстанавливая то, что было создано 80 лет назад. Непременно люди, инициировавшие подобное, оставляют свой след в истории. А увидеть, что получится из инициативы местных предпринимателей и работы квалифицированных скульпторов, по предварительным расчетам, можно уже этим летом. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Ежегодно в преддверии туристического сезона Министерство туризма проводит аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов горно-пешеходного туризма. Аттестация будет проходить в 2 этапа, первый из которых начнется 17 апреля в стенах министерства. Тестирование будут проходить как гиды-экскурсоводы в целях повышения квалификации, так и те, кто только планирует работать в этой сфере. Экзамены для получения удостоверения и лицензии экскурсовода пройдут в мае. С завтрашнего дня, 17 апреля, аттестация будет проходить у повторников, то есть это те экскурсоводы, которые заявляют о себе с целью повышения квалификации, либо просто дают возможность переходить и подтверждать статус экскурсовода. И второй этап аттестационной комиссии с возможностью сдачи экзаменов, это будет у первичников, то есть это те молодые ребята, которые имеют возможность сегодня проходить обучение в общеобразовательных вузах, и потом уже в конце мая экзамены начинаются у них в стенах министерства. По улице Воронова в Сухуме уже 3-ю неделю идет обрезка деревьев. По согласованию с Госкомитетом по экологии работы проводят специалисты муниципального предприятия благоустройства. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. С середины марта специалисты благоустройства администрации Сухума занимаются обрезкой платанов по улице Воронова. Они получили соответствующие заключения о необходимости глубокой обрезки деревьев у Государственной экологической службы. По заключению экологов, обрезка платанов на улице Воронова должна быть завершена до конца апреля. Заблаговременно глава администрации обратился в экологическую службу, на что были выделены специалисты, пройдя по аллее улицы Воронова, сделали соответствующее экологическое заключение о необходимости подвержения глубокой обрезки платана восточного на улице Воронова. Раз в какой-то период времени, 10-15 лет, с целью ухода производится такая глубокая обрезка. Платан, хочу сказать, достаточно неприхотливое растение. Они в наших условиях чувствуют достаточно хорошо. После глубокой обрезки они вновь приобретут через год такой же стройный вид. Так что здесь ничего противозаконного нет. Некоторые жители улицы Воронова жалуются на то, что наступает жаркое время года и тень от этих деревьев не будет спасать от зноя. В то же время мы помним, что именно на улице Воронова в июле 2021 года упавшие платаны нанесли большой ущерб домам и другим строениям. Также были оборваны линии электропередач. Именно по этой причине и проводится периодически обрезка деревьев в городе. На самом деле жалобы есть люди, которые, наоборот, поддерживают. Но тут разделились мнения, я вам скажу. Одни жалуются на то, что скоро лето, тени не будет. Другие, наоборот, благодарят. Люди, которые подвержены аллергическим явлениям, платан, когда оно пылит, вызывает, это является сильным аллергеном. И потому
вот, подвержены аллергической реакции, они очень тяжело переносят этот период, вплоть до того, что они выезжают на какой-то период из Сухума. Работы начаты со стороны берега и будут продолжены по всей улице. Жители другого конца улицы Воронова ждут, когда службы города будут заниматься обрезкой платанов и на их стороне. В беседе с заместителем главы администрации Сухумов Тандилом Сурманицей они благодарили службы города за проводимую работу. Желоб, козики, фонает. Вся стена у меня вот там вот все мокрая. Автандел Сурманидзе заверил жителей улицы, что работы будут доведены до конца и в срок. Мадина Абганба, Алексея Кухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 16 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.